Сегодня я назвал проповедь «Вера заветных отношений». Мне хочется поговорить о завете особенно. О завете и об отношениях завета через веру. Через веру. Знаете, вчера мы присутствовали, слава Богу, за библейскую школу, и там было открытые занятия про домашние группы. И, слава Богу, мне очень понравилось. И утром я размышлял, и, знаете, начали приходить картины от Бога. Такое раз, знаете, когда Господь говорит, Он какую-то мысль, какую-то картину Он вложит, и все. Это очень о многом говорит. Я вспомнил историю евреев, да, в Египте. Евреи очень умножились, они были в рабстве, египетском рабстве 430 лет, да, помните? 430 лет в рабстве, и они начали вопиять Господу: Господь, освободи нас, помоги нам. И знаете, Бог услышал, да? Бог услышал. И Он поднял Моисея. И Моисей с помощью этого одного человека, его, там был еще Аарон, Бог вывел. И начались суды, 10 казней, помните, да? И самая последняя казнь была какая? И Бог сказал: все, это ночь бдения Богу, это особенная ночь, вы запомните это на всю жизнь, передавайте это детям вашим с поколения в поколение. И в эту ночь, знаете, каждая семья, они соберутся по семьям. Он сказал: соберитесь по семьям, пусть глава семейства возьмет, возьмите агнца, да, закалите этого агнца, и пусть они возьмут кровь и помажут косяки дверей. И тогда вы должны по семействам, вы должны есть этого агнца, вы должны сварить полностью, и вы должны есть. И я хочу вот эту картину, которая была, давайте можете вывести картину? Пусть запечатлится это. Да. Смотрите, я подумал, это же модель ячеек, в принципе. Они собрались по семействам. И я там, не знаю, примерно говорят, около 3 миллионов примерно было евреев. И они все по семействам собрались, знаете, это модель ячеек. И потом пришла мысль, что они были 430 лет в рабстве, и перед самым, знаете, это все, конец конец этого рабства. Бог собрал каждого по семьям. Они собрались, и они каждый были в своем доме, да? Они в своем доме, они вкушали вот этого агнца, они закололи, и была кровь, да? И тогда они ели. Знаете, когда ты кушаешь, ты становишься сильным. У них была сила для того, чтобы выйти из Египта. И написано, что они там по ополчениям, весь народ, написано, что воинство Господне вышло по ополчениям. Знаете, Бог смотрел на народ израильский, хотя это были рабы, но Бог смотрел на них как на войско. Это было войско Божье. Ополчение – это военный термин. И они по ополчениям вышли. Это было воинство Господне. Хотя внешне кажется, что не так уж, что-то рабы со скотом, со всем семейным этим скарбом, да, с телегами. Но в глазах Бога это были воины. Почему? Потому что они ели агнца, и они собрались по семействам. И в этом что-то есть. Знаете, было 430 лет рабства, и наконец-то они собрались вместе по таким группам. Группы. Я думаю, ячейки. Слава Господу.
То, что Бог изначально, я думаю, задумал вообще вообще про человека, про человечество. Я верю, когда Бог создавал Адама и Еву, да, Бог создал, помните, да? Он из праха земного Бог создал Адама. И там он не сказал: Адам, вот храм, вот иди в храм, и там поклоняйся мне. Ничего подобного мы не видим, да, в книге «Бытие». Храм, там, вот это храмовое служение, поклонение, это все потом появилось. Написано, что Бог сотворил человека по образу своему и по подобию своему в конце 6-го дня, и они, человек и Бог, Бог и человек, они вошли в 7-й день, в день отдыха. И я верю, Адам, Ева, они были в общении с Богом. И там не было никакого там поклонения, каких-то религиозных ритуалов. Они были просто вот в открытой, как бы в таком дружеском общении с Богом. Знаете, вот мои дети, вот мне не хочется, чтобы они: о, папа, я поклоняюсь тебе, папа. Там, можно мне с холодильника взять, покушать колбаску? Я как-то не сильно хочу, чтобы мои дети вот такие были. Мне хочется, вот, папа, как бы мы любим друг друга. Без всяких там религиозных всяких ритуалов. Я верю, Бог, знаете, было грехопадение, да? Грехопадение. Адам и Ева, они согрешили. И пришлось Богу придумывать, что ли, вот эту систему жертвоприношений. И, соответственно, надо было принести закон, нужно было, чтобы был народ. Знаете, долгая история получилась. И в конце концов, Бог, я верю, что Он все приводит в изначальное положение Адама и Евы. Я верю вот в это. И значит, я верю в изначальное положение, когда народ Божий не просто по храмам, слава Богу, чудесно, когда мы собираемся вместе, как бы вот, но я верю, когда вот множество вот таких семей, что ли, да, домашняя, как бы вот эта вот атмосфера, когда, знаете, Бог, Он, мне кажется, очень хочет этого. И слава Богу, я верю, что будущая церковь, оно вот в этом будет. Слава Богу за общее служение. Да, они собирались в храме и по домам, но знаете, когда там храм был, помните, да, когда первая церковь образовалась? В 70-м году храм же разрушили. И не было потом храма, не было там по храмам собираться. Я не думаю, что в Римской империи там они бы разрешили там где-то построить храм там или что. Они собирались по домам. Первые ученики Иисуса Христа. И, знаете, когда вчера тут собрались, начали петь, как бы вот такое классное ощущение. Что-то в этом есть. Знаете, первые христиане, они вот так вот собирались, они вместе, под катакомбам они собирались, среди гонений, они вместе прославляли Господа. И я думаю, было очень чудесное присутствие Божье. Знаете, в домашних группах я верю, что это будущее, и в этом есть что-то такое настоящее, живое такое. Это что-то связано с настоящими жизненными, вот по домам, домашняя вот, атмосфера. Это напоминает мне, как клетки. Знаете, наше тело состоит из миллионов клеток. Согласитесь? И клеточки, они очень похожи друг на друга. Очень похожи. Там клетка стоит рядом с клеткой, как бы вот они друг друга. И потом там есть ядро, там что-то еще там есть. И они похожи. Это копия друг друга. Знаете, я верю, каждая домашняя, вот это вот, слава Богу за домашние группы, это как копия Христа на самом деле. Копия Христа. И я верю, это будет все больше и больше. В Якутске здесь будет сотни, счет будет идти на сотни таких домашних, да, слава Богу, церквей. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну, смотрите,
Откроем Бытие, 14 глава, 13 стих. Я хочу сделать, вот, объяснить термин, откуда евреи, да, появились. Бытие, 14 глава, первое упоминание о еврее, да, и пришел, все они, так, подождите, Бытие, 14 глава, 13 стих. 13 стих там. Знаете, там Авраам. Давайте я тут. Бытие 14, 13. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда между Дубравы и Мамры». В первый раз упоминается слово «еврей». И слово «еврей» буквально означает тот, кто перешел через тот, кто живет за рекой, и тот, кто перешел через через какое-то водное вот это вот. И в то время Авраам, он жил в Уре Халдейском, и он перешел он оставил Ур Халдейский и перешел, река Ефрат была, и тот, кто перешел через реку, через воды. Это вот еврей, что означает? Тот, кто за рекой, да? За рекой. И знаете, мы тоже перешли через, мы были крещены в водное крещение. Те, кто крестился водным крещением? Поднимите руки. Те, кто не крестился, хорошо креститься. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Знаете, следующий шаг после спасения, ты должен креститься водным крещением. Ты как бы переходишь, ты провозглашаешь, что ты перешел от смерти в жизнь, ты перешел от старой жизни в новую жизнь. И знаете, вот тогда, вот когда ты крестишься, вот тогда вот что-то мы стоим, так скажем. Если мы не крещенные, то не так уж как бы вот, это значимо, что ли, да? Но когда ты подтвердил свое решение о спасении крещением, да, ты посвятил свою жизнь Богу, и теперь ты заречный, ты еврей. Слава Богу, мы перешли от смерти в жизнь. Это Библия как бы учит об этом. Слава Богу. И Авраам, он перешел от мира идолов, и Вавилон был полон идолов, да, помните, да? Вавилон был полон идолов, и он перешел через реку, и первый раз о нем говорят, от Авраама, еврея. Авраама, еврея. Израильтяне, помните, они перешли через Красное море, когда были чудеса и знамения, они перешли, они были крещены в Моисее, написано, они все прошли через море, весь народ был крещен, так скажем. Весь народ был крещен, и они перешли в новую жизнь. И когда мы крестились, мы спаслись, мы были крещены водным крещением, мы перешли в новую жизнь. У нас начался новый этап жизни, слава Богу. И мы были отделены. Скажите, отделены. Мы теперь отделены для Бога. Каждый из нас теперь не просто сам по себе, мы отделены, мы освящены. Одно из как бы значений слова «святость» — это тот, кто отделен от Бога, то есть от мира. Слава Господу! Знаете, из Египта, да, Египет означает как бы мир. Да, мы в каком-то смысле вот вся история, это как пророческие. Мы можем сказать, вот, евреи, Египет, можно сказать, история церкви вот примерно вот точно так же. Да, этот мир может как в рабстве, но когда придет этот момент, когда Бог просто свой народ, вот по множество церквей, и они будут как вот в картине, есть этого агнца. Знаете, когда в домашних группах ты просто, мы
едим этого агнца. Духовно это так выглядит. Агнец — это Иисус Христос. Да? Агнец — это Иисус Христос, которого мы собираемся среди недели, да? Мы собираемся, мы прославляем Господа, и мы едим этого агнца в доме. Есть дом, да? И тогда мы сильны. И весь народ, если вот так вот собирается, это сила Божья для того, чтобы выйти. Все, конец рабства тогда происходит. Я верю, пробуждение, вот оно вот такое. Фактор, вчера учили, что фактор пробуждения и домашние группы — это фактор пробуждения и роста вообще церкви. Слава Богу, я верю, что мы к этому идем все равно. Это и придет, это неизбежно. Слава Господу! Аллилуйя! И, знаете, мы живем в завете. Там в этой картине, видели, там агнец был, там была пролита кровь. Это символ завета, да? Символ завета. Вы, которые учились в библейской школе, вы знаете, да, что завет всегда бывает с кровью. И знаете, есть различие между заветом и договором. Да, я обычно говорю, мы имеем Библию, мы имеем Ветхий Завет, да? Ветхий Завет и Новый Завет. И можно сказать, что это Ветхий договор и Новый договор, да? Ветхий договор и Новый договор. Но договор и завет отличаются. Да, можно сказать, что договор между Богом и человеком, завет. Но завет отличается от договора. И в чем же различие? Смотрите, договор это то, что двое человек, например, договариваются, или ты там, организация может какая-то, ты договариваешься, и дело еще не сделалось, но ты обязуешься сделать какое-то дело. Организация тоже, например, обязуется что-то тоже тебе взамен дать. То есть то, что должно произойти, оно еще не произошло. Оно будет, и все обещают друг друга. Вот это примерно как договор или контракт. Но Библия — это больше даже не договор. Это завет. Завет. Смотрите. Все, что содержится в завещании, оно свершилось. Скажите, свершилось. Вот когда Иисус висел на кресте, Он сказал: свершилось. То есть все, когда Он умер, последнее слово Его свершилось, и тогда что-то произошло. В завещании есть наследство. Скажите, наследство. И мы имеем преизобильное богатство Христова. Оно уже есть. Оно не будет. Оно уже есть. И когда Иисус сказал: совершилось, все, вот это преизобильное богатство Христова, оно уже принадлежит нам. Смотрите, чем отличается договор? Это когда, еще дом не построили, там человек свою часть еще не выполнил. Это в будущем как будто будет. Но в завещании, в завете есть вот это вот, то, что завещатель, он завещает, да? Завещает наследнику. Так ведь? Понимаете, да? И когда завещатель умирает, что происходит? Все вот это богатство, оно переходит к наследнику. Понимаете разницу, да? Смотрите, когда Иисус сказал: совершилось, все, вот это вот все богатство, которое мы теперь должны понять вообще, что нам принадлежит. Что же нам принадлежит? Библия говорит: преизобильное богатство Христова. Сам Христос. Мы унаследовали что-то очень великое и большое.
очень самого, можно сказать, Бога, все его богатство, все его вот, дары, все теперь принадлежит нам. Скажите нам. Скажи, мне принадлежит. Оно не будет. Мы думаем, надо очень много молиться, чтобы какой-то от Бога что-то получить. Есть какое-то, знаете, у нас мышление немножко такое, как бы, старое языческое. Вот у Бога нужно выклинчить, как бы, все промолить там, что-то выклинчить от Бога. И тогда Бог, может, даст, может, не даст. Как-то так, да? Вот есть же такое мышление. Вот нужно попаститься хорошенько, вот тогда Бог, может, даст, а может, не даст. И мы как бы так смиряемся. И знаете, когда я, иногда вот как бы ловлю, Бог, пожалуйста, дай я то-то, сё-то, как бы, да? И внутри такой, что-то не то, как бы. Как это? Дай, вроде ты дал, вроде не дал, как бы. Что-то не то, как-то не так молитва звучит. Пожалуйста, Бог, дай, пожалуйста, Бог, дай. А Бог внутри говорит, ты неправильно молишься. Бог все дал уже. Наследство, оно уже, все, вот оно, вот тебе наследство. Завещатель умер. Завещатель. Умер или не умер? Умер. И Иисус, Он умер на кресте. И когда завещатель умирает, все, что завещатель завещал, оно автоматически переходит нам, да, к наследникам. И мы наследник. Скажите, я наследник. Скажите соседу, ты наследник. Ты наследник. Смотрите, Библия, да? Библия. Это, можно сказать, это же завет. Там так и написано, Ветхий Завет и Новый Завет. Завет. И я как бы не смотрел как бы завещание, когда, наверное, бумажка там какая-то, да? И там завещает тот там мама, папа, там родители завещают. Там, ладно, бумажка. Как бы. Но теперь у нас не просто бумажка. У нас вот целая Библия. Вы представляете? Библия — это завет. Это завещание. Это самое крупное завещание вообще на земле, наверное. Самое большое завещание. Это самое большое завещание на этой земле. Когда кто-то завещал кому-то. И Бог нам завещал. И вот этих пунктов завещания там, счет идет на тысячи, наверное, там. Если не больше. Обычно, в обычном завещании, наверное, там, да, я наследую там, да, там дом, я наследую там то-то, сё-то, да, все имущество я наследую. Но Библия, вот представляете, сколько там богатства, и все это Бог завещал нам. Аллилуйя. Аллилуйя. Это очень, очень, сложно представить даже. Одно из, единственный пунктик. Бог завещал, например, преуспевание. И как вы думаете, в Библии есть это? Да в Библии полно. Тут семинар целый происходил, что Иисус, Он говорил, что там, сколько процентов там, да? 2050 там стихов, 2500 стихов о преуспевании. Это разве не входит теперь? Вот Бог завещал нам, Иисус завещал, и это теперь принадлежит нам. И тогда что мы должны делать?
о, пожалуйста, дай мне как бы, ну, преуспевание, Бог, я прошу. И мы клянчим как будто у Бога. А Бог говорит, ты неправильно молишься. Ты не должен так выклянчивать. Я же тебе дал уже. Ты просто что делай? Востребуй. Ты должен просто востребовать. Все это принадлежит мне. Благодаря Иисусу Христу я верю в Иисуса Христа. И через веру в Иисуса Христа, через Его смерть и воскресение, я теперь Твой наследник, Господь. Я наследник. Аминь. Я наследник, и теперь все, что завещано, принадлежит мне. И раз оно уже принадлежит мне нужно просто востребовать. Востребовать согласно такому вот пункту, и ты можешь, Господь, ты можешь так сказать, Господь, вот ты, вот я, Господь, и все, что ты завещал, принадлежит мне. Разве не так? Смотрите, теперь тут дело не в эмоциях даже. Эмоционально там Бога, как бы не это, своими эмоциями мы Бога как бы не расшевелим. Бог смотрит на юридический аспект. Юридически мы наследники. Это сфера, вот завет связан с оправданием, и это связано больше как бы с законом, что ли, вот так, да? Юридически, скажите юридически. Я наследник. И хоть ты там плачешь там, или что ты там кричишь, тут дело не в эмоциях. Тут, согласно закону, да, все это принадлежит тебе. Слава Господу! Аминь или аминь? Это же чудесно. И так можно сказать, что завет – это договор плюс завещание. Завещание – это последняя воля. Это последняя воля завещателя. Когда кто-то умирает, например, он в последние свои, он дает завещание. Все, я завещаю. Понимаете? И Иисус сказал, все, вот своей смертью, вот то, что принадлежит мне, теперь принадлежит тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Отголоски вот этого вообще Бог есть Бог завета, да? Бог есть Бог завета. И помните, там были Давид, да? Давид, и у него был друг Иоаннафан. И они друг с другом сделали завет. В Ветхом Завете они друг друга часто там, в древние времена, они делали друг другом заветы. И завет это больше, чем дружба, это больше, чем это вообще что-то очень мощное, да? Они делали надрез, чтобы потекла кровь. И когда вот они делали завет друг с другом, кровь смешивалась, да? Кровь смешивалась, и там еще какие-то ритуалы были. И Давид, и Иоаннафан, они поменялись там ремень, они поменялись там одеждой, оружием поменялись. И они говорили, вот твоя жизнь, теперь моя жизнь – это твоя жизнь. И если со мной что-то будет, ты мне поможешь. Если с тобой что-то будет, я тебе буду помогать. И если я умру, ты позаботишься о моих детях, о моей семье. Если ты умрешь, я буду заботиться. И вот что такое завет. Это что-то очень такое все, это настолько сильная связь. И мы с Богом в завете. Скажите, в завете. Знаете, такие, Библия говорит, там, вы в нем, да? В котором, в Иисусе Христе. Когда мы приняли Иисуса Христа, мы вошли в Него, да? Мы вошли в Него, и Он вошел в нас. Что это означает вообще? Это завет. Это вот все, настолько сильно все мы слились, что уже не оторвать. Знаете, как пример можно сказать, вот эта рука моя, она в завете
с моим телом. Это жизненная вообще связь. Понимаете, если рука оторвется от тела, то все, рука умрет, и тело очень сильно пострадает. Вот что такое завет. Это завет не просто вот так, привет, давай согласимся, делаем договор. Не, завет это вот все настолько сильное. И мы с Богом вот так вот слились. Знаете, церковь это тело, да? Вот апостол Павел учит, что церковь это тело Иисуса Христа. Тело состоит из главы, да? И, собственно, тело. Глава Христос, да? Глава Христос. Тело это церковь, это мы с вами. И глава с телом связана очень близко и органичным образом. Все, глава без тела не может, и тело без главы тоже не может. Можно сказать, что тело это как продолжение меня, моей головы. Вот я стою, что-то говорю, о чем-то размышляю, и жестикулирую, и хожу. Это что такое? Это внутри, это я выражаешь через свое тело. Так ведь? Если бы не было тела, ужасно было бы, наверное. Вот ты бы как бы дух летал бы, и что-то хочешь что-то сказать, и не можешь ничего сказать. У тебя нету тела, и тело не может без тела ты не можешь себя выразить. Так ведь? Так ведь? Поэтому слава Богу за тела наши, да? Слава Богу, что мое тело есть выражением меня там внутри, да? Моей души. Да. Вот точно так же тело Иисуса Христа. Каждый из нас это тело Иисуса Христа. Это продолжение Иисуса Христа. Это выражение Христа. Теперь каждый из нас это выражение Иисуса Христа. Слава Богу. Скажите, слава Богу. Аллилуйя. Давайте места Писания. Исход 3:18. Немножко Исход 3:18. Господь Бог есть Бог евреев. Тут есть, нет? Бытие 3:18. Исход 3:18. Тут длинный стих, и тут написано: Господь, Бог евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыне на 3 дня пути, чтобы приносить жертву Богу, Господу Богу нашему. И еврей это тот, кто в завете с Богом. Мы в завете с Богом. И Бог, Бог вообще, Бог завета. Бог, Он не Бог такой поверхностный. Если Он что-то начинает, Он входит в завет с людьми. И через завет Он начинает действовать. И завет это все очень близкие отношения. Слава Господу, слава Богу. Евреям 9:16 посмотрим, да? Евреям 9:16. Аллилуйя. Аллилуйя. И где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. То есть Иисус, Он умер на кресте. И тогда, что написано? Где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. И когда Иисус умер, все. Он сказал: свершилось. И вот после этого завещание вступило в силу. И теперь мы имеем столько богатства, что нам нужно теперь все это разобраться в этом. И я сказал, что 1000 пунктов, наверное, вот это завещание, которое Бог нам завещал. И самое главное, это Христос, которого мы унаследовали. На самом деле, все, что мы унаследовали, это Иисуса Христа. Теперь Христос принадлежит нам. Теперь Он, знаете, мы говорим, ладно, преуспевание, да?
финансы там, да, один. Но что такое финанс, да? А, или там какое-то благословение какое-то, да? А Христос, Он сущность всех твоих благословений. Сущность всех наших благословений, всего, что мы получили, это Христос, как сущность. Слава Господу. Вот твое преуспевание, сущность твоего, нашего с тобой преуспевания, это Христос. Без Иисуса Христа преуспевание – это не преуспевание. Это скорее, можно сказать, кабала, наверное, даже. Потому что финансы тоже могут закабалить просто человека. Но если Христос твой источник, то это благословение. Это благословляет, потому что в сущности там Христос. Слава Господу. Любое действие, любое благословение в сущности должно иметь Иисуса Христа. Понимаете, да? Когда ты что-то делаешь, когда ты занимаешься чем-то, кто мотиватор, кто источник, кто стоит в существе твоего дела? Задайся вопросом. Христос стоит в сущности твоего дела? Если да, то слава Господу. Это благословение. Слава Господу. Смотрите, теперь как все это реализовать, что ли, да? Скажите, как реализовать? Через веру. Через веру. Откроем Евреям 11 главу, с 1 стиха почитаем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, да? Определение веры, да? Вера, ты берешь вот это вот нечто духовное, да? Ты видишь, это надежда твоя, да? Ты видишь это, и ты что делаешь? Ты осуществляешь то, что ожидаешь. Уверенность в невидимом. Есть что-то невидимое, это духовный мир, это то, что ты видишь глазами своего сердца. И ты что делаешь? Ты притягиваешь это в свою жизнь. С чем это, как это связано с заветом? Да завет же вот как раз напрямую связано. В завете Бог дал нам преизобильное богатство Христово. Ты видишь это богатство или нет? До тех пор, пока ты не видишь, оно есть, оно принадлежит тебе, оно принадлежит мне, но до тех пор, пока я не реализую, осуществление, это, я думаю, связано оно с словом реализация. А то, что делается действительным, то, что становится реальным в твоей жизни, да, через веру. Ты из духовного вот этого, да, преизобильное богатство Христово, которое Бог дал, когда Иисус сказал «совершилось», Он уже дал. И теперь веруя, ты должен получить это. Ты должен это в свою жизнь привнести. Да, помните, как Иисус учил молиться, да? «Отче наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Можно сказать, что все небеса принадлежат нам. Ты из небесных сфер, пусть будет как на земле, через веру. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Аллилуйя. Вера есть, оно не будет, оно всегда есть. В договоре оно как-то будет, как будто будет там. Да, Бог когда-нибудь мне там даст, там что-то даст. А вера говорит, она есть, она уже есть. В духовном мире она уже есть. Ты должен просто ощутить это. Ты должен получить слово и все, реализовать это. Ты должен востребовать. Востребовать. Скажите, востребовать. Слава Господу. Вот смотрите, например, наши глаза,
они вот, делают реальным, да, так, делают реальным то, что я вижу. Вот этот материальный мир, вот смотрите, без глаз, вот интересно было бы, вот если бы вот глаз не было, да, мы бы ничего бы не видели, мы бы не понимали вообще, где я, что я, понимаете, да? Но посредством глаз мы, вот этот материальный мир становится реальным в мою жизнь. Так ведь? Или у нас есть слух, да? Посредством вот 5 органов чувств вот этот материальный мир становится реальным для нас. Аминь. Вот посредством веры весь духовный мир становится реальным в нашу жизнь. И некоторые говорят, вера – это 6-е чувство, говорят. Ну, как-то так, да. Как-то так получается. Через веру мы вот этот духовный мир, все это богатство Христово, мы должны реализовать. По сути, это молитва «Отче наш» все равно. Это «Отче наш», когда мы, то, что на небе, оно приходит на землю. Понимаете? Механизм. Я хочу, чтобы вы поняли, как все это работает и действует. То есть мы должны Библию, которая состоит из 1000 пунктов вот этого завещания, мы должны найти вот эти все пункты. И Петр говорит, как он говорит, что нам даны великие, драгоценные обетования. Да? Нам даны великие, драгоценные обетования, чтобы через них мы соделались причастниками божеского естества. Понимаете? В Библии есть вот эти все обетования. Если что-то не работает в нашей жизни, да? Где-то мы страдаем. Наше дело что? Найти пункт. Так. Как там юристы на суде там друг другом дебаты, когда идут, да? Споры. Пункт такой-то. Так. Уголовного кодекса. Пункт такой-то. Статья такая-то. Все. Написано. Они вот так все. Тут нету никаких эмоций, одни юридические термины идут. Вот нечто подобное должно быть у нас в молитве. Обещано. И мы тогда что делаем? Мы востребуем. Аллилуйя. То есть, смотрите, духовный мир очень смотрит на наши сердца. Духовный мир вообще ищет. И написано, что Бог, Он ищет людей, Он обозревает всю землю. И ищет сердца, которые вполне преданы Ему. Бог ищет таких людей, через которых Он мог бы вообще расширить, распространить Царство Божие здесь на земле. Ну, не только Бог, тут и дьявол тоже Он ищет. Пусть мы не будем проводниками дьявола, пусть мы будем проводниками Бога. Аминь. Смотрите, духовное, оно всегда первично. Скажите, духовно первично. Мы должны в духе вначале это получить, увидеть, и тогда это действует на материальный мир. Это закон, это духовный закон. Духовный закон. То есть духовное, оно всегда первичное, оно оттуда все идет и реализуется здесь на земле. И мы должны понять это и применять это в свою жизнь. И таким образом Царство Божие расширяется, распространяется. Из духовного мы привносим в наш материальный мир. Не наоборот. Некоторые думают, я буду что-то там делать без никакого там, без никаких откровений, без ничего. Знаете, это как сказать, это суета. Но когда я получил откровение, я получил Слово, и я начинаю действовать по Слову, да, то все, за мной стоит сам Бог. И это будет действовать. Слава Богу.
когда Бог творил, Он сказал, да будет свет, да будет там твердь, например, да? То есть духовное сотворило материальное. Этот принцип до сих пор действует. Духовное творит материальное. И мы должны стать активными проводниками вот этого духовного вторжения на эту землю. Бог сделает ставку на нас с вами. Слава Богу, мы проводники Божьи. Так ведь? Слава Богу, Он даровал нам спасение, и теперь говорит, все, начинайте действовать, начинайте царствовать и править. Помните, когда Адама и Еву Бог сотворил, первая заповедь Он сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над рыбами морскими, над зверями и над всей землей, и над всеми гадами. Гады чуть-чуть, как будто там намек на дьявола там есть. Гады. Владычествуйте. И теперь, теперь Иисус Христос через свою смерть, Он все возвращает через свою церковь вот в это первоначальное положение. Теперь Бог говорит, все, идите, владычествуйте, обладайте землею, берите власть в духе. Да. Самая большая власть – это духовная власть. Когда вы в молитве со словом обетования, как с оружием в правой и левой руке, щит веры, ты идешь вперед, ты воин Иисуса Христа, и тогда ты царь и священник. Скажите, я царь и священник. Будьте в первую очередь священником. Священник тот, кто общается с Богом. И когда ты будешь хорошим священником, и у тебя есть молитвенная жизнь, у тебя есть жизнь в Слове, у тебя есть жизнь в церкви. И когда у тебя все это есть, ты хороший священник, и тогда ты будешь царствовать. Бог будет тебя поднимать в миру, и ты будешь просто распространять путем царствования через Слово Божье. Да? Слава Господу. Давайте встанем.